31 этаж жилого комплекса в самом центре Гонконга. Полицейские остановились перед дверью квартиры 1309. Причина визита была нестандартной. Их вызвал не свидетель и не сосед, а сам хозяин квартиры. В трубке мужской голос сказал: «Здесь случилось нечто ужасное. Вам нужно приехать. Немедленно». На месте было тихо, никто не открывал дверь, но из щели под дверью исходил резкий, удушающий запах гниющей плоти. Охранник жилого дома подтвердил, что жалобы на зловоние поступали несколько дней подряд. Жильцы с нижних этажей были уверены, что источник находится именно здесь. Полиция постучала, но в ответ только непонятные глухие звуки, как будто кто-то бормотал что-то себе под нос. Когда дверь наконец вскрыли с усилием, в нос ударил резкий запах разложения. Внутри царил хаос, испачканные стены, разбросанные вещи, затхлый воздух. В центре гостиной лежало женское тело, частично раздетая молодая женщина с ранами на шее и груди. Следователи сразу зафиксировали признаки давней смерти. Неподалеку находился мужчина. Он сидел на полу, босиком, с окровавленным ножом в руке. Его взгляд был пустым, губы шевелились, он бессвязно промотал что-то о Боге, зле и о том, что все уже произошло. На появление полиции он не отреагировал. Сотрудники мгновенно обездвижили его и вызвали медицинскую группу. Затем началась первичная оценка места. На столе алкоголь, порошкообразные остатки на блюдцах, открытые коробки из-под еды. На полу пакеты, одежда, шнуры, пустые упаковки медикаментов. Все говорило о долгом и беспорядочном пребывании. Осмотр квартиры занял несколько часов. Тело девушки оставалось на полу, пока криминалисты фиксировали следы, делали снимки и составляли карту расположения объектов. Никто не ожидал, что кошмар только начинался. Один из полицейских подошел к застекленной двери, ведущей на балкон. Она была плотно закрыта. Он открыл ее и отшатнулся. Снаружи стоял плотный черный чемодан, а из него доносился такой же зловонный запах, как и при входе. Чемодан был закрыт. Но по форме, весу и отвратительному содержимому сомнений не возникало. Внутри находилось еще одно тело. Тело было расчленено, части аккуратно завернуты в ткань и плотно уложены. Создавалось впечатление, что убийца не просто пытался утилизировать останки, а стремился замаскировать их как можно тщательнее. Чемодан с содержимым стоял в дальнем углу балкона, прямо под бельевой веревкой, будто владелец был уверен, что он не вызовет подозрений. Оба тела принадлежали женщинам, обе молодые, с азиатской внешностью. Паспорта, документы или хоть какие-то личные вещи при них не обнаружили. Их имена, судьбы и даже время смерти на тот момент оставались неизвестными. Был только один очевидный факт. В этой квартире произошло нечто страшное, и происходило не за один день. Оперативники фиксировали каждую деталь. Мужчину, найденного в квартире, доставили в участок под усиленной охраной. На его теле не было следов борьбы. Медицинская бригада признала его в сознании, но поведение оставалось неадекватным. Никаких объяснений, только фразы о вине, крови и последней неделе. Гонконг – один из самых густонаселенных мегаполисов мира. На ограниченной территории размещаются миллионы людей, живущих в условиях постоянной спешки, шума и переполненности. Многоэтажные здания тянутся к небу, заполняя пространство плотно и без зазоров. Каждый квадратный метр здесь имеет цену, и большинство жителей ютятся в тесных квартирах, разделенных перегородками, где на комнату может приходиться несколько человек. Те, у кого больше средств, обустраиваются выше, за толстыми стеклянными фасадами жилых небоскребов с охраной, видеонаблюдением и отдельными лифтами. Контрасты здесь бросаются в глаза повсюду. У подножия сверкающих башен переулки с грязными водостоками, стихийной торговлей и странными заведениями без вывесок. Днем они закрыты, ночью наполняются жизнью. В некоторых районах за фасадами заведений с алкоголем и громкой музыкой работает хорошо отлаженный механизм, маскирующий нелегальный эскорт под развлечения. Формально это бары или клубы, где работают девушки-аниматоры. Они якобы просто общаются с клиентами. На практике договариваются о выездах по приглашению в гостиницы или квартиры. Эти заведения не рекламируются открыто,
но известный среди определенной аудитории – состоятельных мужчин, часто иностранцев, которые знают, куда идти. Сотрудницы этих мест, как правило, не имеют разрешения на работу и находятся в уязвимом положении. Они не могут обратиться за защитой, не могут пожаловаться, и любая жалоба грозит депортацией. Многие из этих женщин приезжают в Гонконг из бедных районов Индонезии или Филиппин. В прошлом они работали здесь официально, домработницами по рабочей визе, но по истечении срока действия разрешения были вынуждены покинуть страну, а потом вернулись по туристической визе с надеждой снова зарабатывать и пересылать деньги семьям. Работа в клубах часто оказывается для них единственным доступным источником дохода. Формально это развлекательная деятельность, на деле незаконный труд с рисками, отсутствием гарантий и полным контролем со стороны управляющих. На фоне повседневной суеты пропажа одной женщины редко привлекает внимание, особенно если это человек без регистрации, легального статуса и социальных связей. Исчезновение такой работницы чаще воспринимается не как повод для тревоги, а как нечто обыденное. В лучшем случае кто-то из жильцов попробует разыскать ее сам, в худшем просто перестанут вспоминать. Среди жителей мегаполиса распространены квартиры, сдающиеся без документов. Несколько человек снимают одну комнату, оплачивая жилье наличными. Это выгодно и удобно. Никаких проверок, никаких вопросов. Для мигрантов единственный доступный вариант. Но при этом такие условия делают их еще более незаметными. Если одна из жительниц не вернулась ночью, никто не поднимет тревогу, даже если это продолжается несколько дней. Сумарти Нингсих родилась в бедной деревне в Индонезии. Семья с самого начала жила в тяжелых условиях. Денег не хватало на базовые потребности – питание, лекарства, обучение для младших братьев. Когда она достигла совершеннолетия, было принято решение уехать за границу на заработки. Гонконг оказался единственным вариантом, где она смогла оформить рабочую визу и устроиться домработницей. Работа была тяжелой, но стабильной. Длинный рабочий день, ограниченная свобода, жизнь в доме работодателей. Несмотря на нагрузку, Сумарти воспринимала это как возможность. Ее главной целью было отправлять как можно больше денег домой. Она проработала 2 года, пока не истекла виза. Получить продление не удалось. Девушке пришлось вернуться в деревню. Там все осталось без изменений. Нужда, беспомощность, ожидание ее помощи. Тогда Сумарти подала заявку на туристическую визу и вновь выехала в Гонконг. Этот статус не давал ей права работать официально, но семья нуждалась в деньгах, а других источников дохода просто не было. В аналогичной ситуации оказалась и Джесси Лорена, также родом из бедной индонезийской деревни. Она приехала в Гонконг в 2006 году, получив рабочую визу. В первые годы она тоже работала в качестве домработницы и добивалась продления разрешения. Все изменилось в 2012 году, когда ее виза не была продлена. Как и Сумарти, Джесси была вынуждена вернуться на родину. Однако спустя время она оформила туристическую визу и вернулась в Гонконг с намерением найти хоть какую-то работу. Обстоятельства свели их в одном заведении. Это был клуб, официально позиционировавшийся как бар с развлекательной программой. В реальности он обслуживал клиентов, желающих большего, чем просто выпивка. Там и работали девушки, не имевшие права на трудоустройство. Формально они создавали атмосферу, общались с посетителями, танцевали. Но большинство соглашений заключалось за пределами клуба, о частных визитах за деньги. Оплата была низкой, но у девушек не было выбора. Они не могли обратиться в официальные инстанции. Их положение исключало возможность защиты. Никто не интересовался их условиями труда. Работали они ночью, жили в дешевых комнатах, арендуемых без документов. Контроль со стороны администрации клуба был негласным, но постоянным. Отказ или жалоба означали немедленное исключение, а для нелегального работника это означало конец заработка. В таких условиях и исчезли обе девушки. Сумарти 26 октября. Она в тот вечер работала в клубе, провела время с клиентами, потом ушла. Больше ее никто не видел. Джесси пропала 6 дней спустя, 1 ноября. Она также была на смене, затем покинула заведение и не вернулась в съемную комнату.
Несмотря на короткий промежуток между исчезновениями, никто не увидел связи. Ни полиция, ни администрация клуба не сопоставили факты. Обе девушки не имели официального статуса, не числились в каких-либо базах. Их исчезновения не вызвали резонанса. Только спустя время выяснилось, что обе пропали из одного и того же места, работали по одной и той же схеме, и, как позже выяснится, обе стали жертвами одного человека. Но в момент их исчезновения это была всего лишь очередная потеря из числа тех, кто живет в тени. После того, как Джесси Лорена не вернулась домой, ее соседка начала поиски. Сначала она направилась в клуб, где Джесси работала. Там ей сообщили, что она появилась вечером 1 ноября, провела какое-то время с посетителем и затем ушла вместе с ним. Больше ее никто не видел. Телефон не отвечал. Спустя несколько дней, не получив вестей, соседка обратилась в полицию. Лишь после настойчивых просьб было возбуждено дело о пропаже человека. Сотрудники полиции запросили записи с камер наблюдения в клубе. На одной из них Джесси была зафиксирована в момент разговора с мужчиной, который часто посещал заведение. Они провели вместе непродолжительное время, после чего покинули помещение. Персонал клуба узнал этого клиента сразу. Он бывал там регулярно, всегда в одиночестве, вел себя спокойно и сдержанно, не вступал в разговоры с посторонними и никогда не устраивал сцен. Его запомнили еще и потому, что он неизменно оставлял щедрые чаевые. Личность мужчины удалось установить довольно быстро. Это был Рюрик Джатинг, 29-летний британский гражданин. Он жил в элитном жилом комплексе в квартире на 31 этаже. Именно туда он, по записям камер, отвез Джесси в день ее исчезновения. Полиция попыталась с ним связаться, но он не выходил на связь. Однако спустя время Джатинг сам позвонил и сообщил, что в его квартире произошло нечто страшное. Он просил прибыть немедленно. После этого оперативная группа отправилась по указанному адресу. Все, что произошло дальше, стало отправной точкой уголовного расследования. До этого момента Рюрик Джатинг не вызывал подозрений. Он производил впечатление успешного и образованного профессионала. Молодой банкир, представитель финансовой элиты с безупречной биографией. Он работал в крупной американской финансовой компании и считался одним из самых перспективных сотрудников. Те, кто его знал, описывали его как человека компетентного, пунктуального и закрытого. Его социальный статус, поведение в публичных местах и образ жизни полностью соответствовали представлению об уверенном в себе иностранном специалисте в мегаполисе. Однако обнаруженное в его квартире разрушило все эти представления. Сотрудники полиции были поражены контрастом между внешним обликом Джатинга и тем, что они увидели внутри. Роскошные апартаменты были в полном беспорядке. Внутри находилось тело женщины с признаками насильственной смерти, а также множество предметов, свидетельствующих о тяжких преступлениях. Среди них ножи, наручники, упаковки с запрещенными препаратами, а также цифровые устройства с материалами, которые позже легли в основу обвинения. Следователи просмотрели видеозаписи из жилого комплекса. На них было зафиксировано, как обе девушки входили в здание в разные дни, но не покидали его. Охрана не вмешивалась, у жильцов была полная свобода, а камеры наблюдения служили лишь для архивной записи. Обе жертвы провели свои последние дни в квартире, которая по документам принадлежала человеку с безупречной репутацией. После ареста Джатинг не проявлял сопротивления. Он подтвердил, что понимает, что случилось. Его поведение не выражало ни паники, ни сожаления. Он выглядел изможденным, отстраненным, словно все происходящее его не касалось. Рюрик Джатинг появился на свет в Лондоне в семье, которая со временем добилась финансового благополучия. Его отец работал инженером, мать занималась бизнесом. Благодаря упорному труду родители сумели обеспечить себе высокий уровень жизни и приобрели дом в престижном пригороде. В детстве Джатинг ни в чем не нуждался. У него было все необходимое, включая заботу, внимание и доступ к хорошему образованию. Родители активно инвестировали в его развитие, рассчитывая на значительные достижения с его стороны.
С самого раннего возраста Рюрик проявлял ярко выраженные академические способности. Он стабильно демонстрировал отличные результаты в школе, особенно в точных и гуманитарных дисциплинах. Одноклассники вспоминали его как замкнутого и молчаливого, но интеллектуально сильного подростка. Он избегал шумных компаний и предпочитал уединенность. Учебные успехи позволили ему поступить в Кембридж, одно из самых престижных высших учебных заведений Великобритании. В университете он выбрал экономическое направление. После окончания вуза практически сразу получил работу в крупной инвестиционной компании в Лондоне. Его карьера развивалась стремительно. Он последовательно переходил в более крупные банки, каждый раз занимая все более высокие должности. В течение нескольких лет он заработал репутацию одного из наиболее перспективных молодых специалистов в финансовой сфере. Коллеги характеризовали его как чрезвычайно целеустремленного, трудолюбивого и внимательного к деталям профессионала. Когда его работодатель, американская банковская компания, открыла представительство в Гонконге, Джатингу предложили занять ключевую должность в этом офисе. Он согласился без колебаний. Переезд дал ему возможность еще больше зарабатывать. Уровень дохода вырос в несколько раз. Он снял жилье в элитном жилом комплексе, обустроил просторную квартиру с панорамным видом. Все в его жизни выглядело как история успеха. Молодость, престижная работа, высокий доход, статус. Внешне он ничем не выделялся среди других представителей финансового сектора мегаполиса. Однако за этим фасадом скрывались особенности характера, не бросающиеся в глаза. Джатинг был интровертом, он не имел широкого круга общения, избегал тесных личных контактов, не стремился к публичности. При этом у него было четкое ощущение собственной исключительности. Те, кто взаимодействовал с ним в рамках работы, отмечали его компетентность, но с трудом вспоминали хоть что-то личное о нем. Он не делился подробностями жизни и редко рассказывал о себе. Первый значимый срыв в его стабильной на вид жизни произошел на фоне личных отношений. Он состоял в отношениях с девушкой по имени Сара. Их связывала длительная связь, хотя и на расстоянии. Она жила и работала в США, он находился в Гонконге. По словам его знакомых, он был глубоко привязан к ней, воспринимал отношения всерьез. Разрыв произошел внезапно. Сара начала встречаться с другим мужчиной, не предупредив Джатинга заранее. Этот эпизод оказал на него сильное психологическое воздействие. Он впал в депрессию, начал проходить терапию, принимал препараты по назначению врача. Состояние отражалось на его поведении. Появилась раздражительность, замкнутость усилилась, снизилась концентрация. Отношения с коллегами ухудшились. Он начал срывать сроки и терять авторитет. Началась внутренняя деградация, не сразу заметная окружающим, но быстро набиравшая обороты. В этот период в его жизни начали появляться элементы разрушения. Он стал употреблять запрещенные препараты, посещать вечеринки, заводить случайные связи. Постепенно он начал терять контроль не только над своей карьерой, но и над собой. Параллельно у него появилась новая девушка – Ариан Гуарин. Молодая, привлекательная, активная в социальных сетях. Она охотно делилась фотографиями совместных поездок, ужинов, событий. В их лентах все выглядело безупречно. Богатые интерьеры, дорогие рестораны, воздушные прогулки. Однако за красивыми кадрами скрывались ссоры, вспышки агрессии и холодность, с которой Рюрик все чаще относился к ней. Запрещенные препараты усиливали его раздражительность. Он становился резким и непредсказуемым. Отношения вскоре распались. С этого момента Джатинг начал стремительно терять контроль над своей жизнью. Количество употребляемого вещества росло. Он стал закрытым, практически перестал выходить из квартиры, пропадал с радаров коллег и знакомых. Его поведение стало настолько нестабильным, что даже люди из его окружения начали избегать общения. Он терял друзей, профессиональные связи и доверие в банковской среде. В это же время появились тревожные признаки глубоких психологических нарушений. Его публикации в социальных сетях стали странными, лишенными логики. В них мелькали метафоры, фразы, указывающие на внутреннюю деструкцию, потери связи с реальностью. Он начал использовать образ тьмы, страха и гибели. Пост от 27 октября выглядел как предсмертная записка. «Я прыгаю в темноту. Путь начался. Мне не страшно, но я взволнован. Первый шаг самый тяжелый». Этот текст вызвал недоумение у тех, кто его читал, но никто не предпринял действий.
На следующий день мужчина уволился, без объяснений, без предварительных разговоров. Его рабочая электронная почта была деактивирована, однако функция автоответчика осталась включенной. Любое письмо, поступавшее на его адрес, автоматически получало ответ: «Я вне офиса на неопределенный срок. Прошу не обращаться к психопату. В случае экстренной ситуации свяжитесь с Богом, хотя, подозреваю, опека перешла к дьяволу». Это сообщение показалось коллегам странным и неуместным. Большинство восприняли его как неудачную попытку черного юмора. Позже текст письма стал частью доказательной базы. Все эти события происходили в течение нескольких дней. Резкая смена поведения, утрата самоконтроля, социальная изоляция и агрессивные формы самовыражения. Все это говорило о глубоком внутреннем кризисе. Однако никто не вмешался. Ни бывшие коллеги, ни друзья, ни знакомые не забили тревогу. Его падение было стремительным, и остановить его уже было невозможно. После задержания Рюрика Джатинга и осмотра квартиры на 31 этаже началась основная часть расследования. Следователи изъяли его мобильный телефон, и с этого момента картина преступления обрела ужасающую полноту. Устройство содержало десятки видеозаписей и фотографий, на которых он сам документировал действия в отношении двух женщин. Содержимое не оставляло сомнений. Все происходившее было сознательным, детально зафиксированным и осмысленным с его стороны. Первое видео было записано вскоре после убийства Сумарти. Камера направлена на Рюрика. Он сидит рядом с телом. Его речь спокойна и хладнокровна. «Меня зовут Рюрик. 5 минут назад я убил эту женщину. С субботы она была здесь. Сегодня понедельник. Я держал ее в заперти. Она была хорошей, но это ничего не значит», – произносит он. В этих словах не чувствовалось ни раскаяния, ни шока. Он описывал произошедшее так, будто подводил итоги эксперимента. В других видео он делился своими мыслями о том, что происходило в квартире. Он говорил, что почти не вставал с дивана, питался заказанной пиццей, принимал запрещенные препараты, пил алкоголь. Записи создавали образ человека, находящегося в сознании, но полностью утратившего связь с моральными нормами. «Я не чувствую вины. Что-то есть, но это не вина. Я сам себе чужой», — говорил он. Это не были импульсивные действия. Каждое движение сопровождалось фиксацией происходящего на камеру. На кадрах с камер наблюдения видно, как он выходит из квартиры и возвращается с 2 большими сумками. Внутри пилы, ножи, кухонные принадлежности. Все это использовалось для расчленения тела Сумарти. Ее останки он поместил в плотную сумку и убрал на балкон. После этого не предпринимал попыток избавиться от улик или покинуть город. Несколько дней спустя он вернулся в тот же клуб, где встретил первую жертву. Там он познакомился с Джесси Лореной. Он предложил ей деньги за визит в квартиру. В отличие от предыдущего случая, он не стал затягивать. Убийство произошло в ту же ночь. Тело осталось в центре комнаты, а сам Джатинг находился рядом с телом в момент прибытия полиции. Он был покрыт кровью, держал нож и продолжал что-то говорить. После первого преступления он решил повторить это. Его формулировка звучала как вывод: «Это был опыт, я хочу сделать это снова». Видеофайлы стали не просто уликами, а прямым признанием, оформленным самим преступником. После задержания Рюрик был доставлен в участок и в ходе допроса сразу дал признательные показания. Он без давления и без колебаний рассказал о произошедшем, не пытался оправдаться или смягчить вину. Подтвердил, что держал одну из женщин взаперти в течение нескольких дней, а затем убил обеих, подробно описав действия. Следователи зафиксировали, что он говорил спокойно, не проявляя эмоций. Следующим этапом стала обязательная судебно-психиатрическая экспертиза. Его обследовали сразу несколько специалистов. Задачей экспертизы было определить, способен ли Рюрик в момент совершения преступлений осознавать свои действия и их последствия. Все привлеченные специалисты пришли к единому мнению. Он находился в здравом уме и был полностью вменяем. Хотя ему и поставили диагноз – нарциссическое расстройство личности, связанное с эгоцентризмом, отсутствием сочувствия и склонностью к доминированию, с юридической точки зрения это не освобождало его от ответственности и не исключало возможности судебного разбирательства. Защита построила свою позицию на попытке смягчить приговор.
Адвокаты ссылались на тяжелое психоэмоциональное состояние обвиняемого, его зависимость от порошка и психологическую нестабильность в период совершения преступлений. Были представлены показания бывших девушек Джаттинга, которые утверждали, что в прошлом он был уравновешенным, заботливым и неконфликтным. Защита пыталась доказать, что трагедия стала следствием утраты контроля и разрушения личности под воздействием веществ. Однако суд не принял эти аргументы. Следствие установило, что преступления не были результатом аффекта, они были тщательно спланированы, что подтверждалось видеозаписями, на которых Джаттинг последовательно и осознанно описывал свои действия. Суд квалифицировал его поведение как преднамеренное, хладнокровное и жестокое. Доказательства, личные признания, записи с телефона, фото и видеоматериалы полностью исключали возможность трактовать его действия как последствия невменяемости или временного срыва. В октябре 2016 года суд вынес окончательный приговор. Рюрик Джаттинг признан виновным по обоим эпизодам. Он получил 2 пожизненных срока, по 1 за каждое убийство, без права на досрочное освобождение. Это решение означало, что он навсегда останется за решеткой. Во время оглашения приговора он хранил молчание. Его лицо не выражало никаких эмоций, ни жеста, ни мимики, ни намека на переживания. Даже когда стало ясно, что он проведет остаток жизни в тюрьме, Джаттинг не проявил ни сожаления, ни протеста. Полное равнодушие стало последним штрихом в этой истории. Несмотря на многочисленные записи и признания, Джаттинг так и не дал ясного ответа на вопрос, почему он это сделал. Суд расценил это как отсутствие раскаяния и осознанный выбор совершить насилие. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а также рекомендую посмотреть не менее шокирующие истории на моем канале. До скорых встреч!